прошлом году московское издательство «Стрекоза», с которым я уже работала раньше, предложило мне перевести сборник славянских сказок «300 зайцев». Я была очень рада, потому что я обожаю славянский фольклор, я его читала просто кучу, и несколько сказок из этого сборника у меня уже было переведено несколько лет назад, чисто для души, я их выкладывала ВКонтакте для всех желающих. Это не первый сборник славянских сказок на русском языке. Самый первый вышел в 2013 году, и он был адресован взрослым. В нем всего 5 сказок, он очень дорогой, больше 1200 рублей, и рассчитан на тех, кто изучает язык, то есть русский изучающий славянский, славянский изучающий русский, в общем, билингва. И там какие-то совсем неизвестные мне авторки, составительницы, переводчицы, в общем, очень такое маргинальное издание, но, тем не менее, он был, и он был первым. А «300 зайцев» — это самый первый на русском языке сборник славянских сказок для детей. До этого славянские сказки издавались у нас только в составе сборников, антологий, хрестоматий, вместе с югославскими сказками, вместе со сказками народов мира в небольшом количестве, и, в общем, с мира по нитке. Я просто проследила, как они издавались еще с 19 века, там все довольно кисло. Сборник «300 зайцев» составила славянская фольклористка, поэтесса и профессиональная сказительница Аня Штефан. Она расшифровала эти сказки по рукописям и магнитофонным пленкам из архива академика Милка Матичатова. Вот на фотографии он за работой в поле записывает от информанта сказку. И собирание славянских сказок — это просто было дело его жизни. У него огромнейший архив из нескольких тысяч сказок. Вышедший сборник — это только первое приближение к этому архиву. Дальше Аня Штефан эти сказки переводила на славянский литературный язык, потому что, естественно, они были на диалектах. Она их обрабатывала, она их пересказывала, восстанавливала то, что сказители рассказали конспективно. Она сама подробно пишет об этом в книге. И это дает относительную свободу в выборе интонации перевода. Может быть, сокращение или в дальнейшем восстановление каких-то моментов, которые существенны для понимания сюжета, но Аня Штефан их не раскрыла. В сборник вошли 44 сказки. 4 из этих сказок я перевела и выложила все в 2019 году, остальные раньше не переводились. Собственно, и в Словении они были неизвестны раньше. Много это или мало, 44 сказки и легенды, в сопоставлении с объемом предыдущих переводов славянских сказок и легенд на русский язык. Тут у меня 4 столбика, дореволюционные переводы, советские переводы. В масштабе предыдущих переводов это немало. Что нужно вообще знать о Словении? Это крохотная славянская страна в самом центре Европы. Ее жители веками контактировали с соседями, особенно с немцами, очень плотно. И уникальных сказочных сюжетов у словенцев мало. Большая часть сюжетов славянских сказок общеевропейские или известные по всему миру. Например, сказка «Звезда во лбу» — это популярнейший сюжет «Ослиная шкура». Горшочек вари, нам всем известен в обработке братьев Гримм. А сюжет заглавной сказки «300 зайцев» известен у нас в польском и норвежском вариантах. Девушка, что желала маков цвет, это почти слово в слово «аленький цветочек». И переводить этот «аленький цветочек» так, чтобы это было не похоже на Аксакова, это была отдельная переводческая задача, очень нетривиальная. Есть там и типично славянские сюжеты. Например, «Баба Пехта в черной лопе». Там действуют хорошо знакомые славянцам фольклорные персонажи Пехта, Шкопняк, Беданец, при этом абсолютно незнакомые нашим читателям. Ну а дальше я уже перейду к тому, как бедные сказки порезали при редактуре, чтобы поставить на сборник нужную маркировку. Открывает сборник сказка «Три кумушки-лисы», абсолютно бездарная и чудовищная сказка, нисколько не волшебная, о том, как 3 подружки-лисы на протяжении целого дня ездят на дорогих машинах друг к другу в роскошные дома и там пируют. Вот это все содержание сказки. Она очень длинная, очень однообразная и очень подробно проиллюстрирована. Вы видите, сколько там ликеров и настоек стоит в серванте, в шкафу за спиной у лисонек. И, разумеется, редактор предложила мне убрать все это совсем. Я говорю, как же, вот тут же все на рисунках, это никак не выкинешь, они постоянно пьют. А давайте они будут пить соки и сиропы. И вот они, бедняги, весь день пьют соки и сиропы. Но на иллюстрациях, я, честное слово, не знаю, что они будут делать с иллюстрациями, просто самой интересно, потому что бутылки на этих иллюстрациях совершенно винные. Потом там еще есть такая сказка «Месопуст и проклятый замок». Там главный герой делится с бедняком краюхой хлеба, и тот дарит ему волшебные карты. А потом, этот Месопуст идет ночевать в замок, а в замке по ночам гуляют черти. Он играет с чертями в карты и выигрывает кучу золота, которую потом дарит хозяину замка. Хозяин замка ужасно рад, ужасно благодарен. И с тех пор Месопуст наведывается к нему в гости и там пирует. То есть это сказка о том, почему мы празднуем Масленицу. Месопуст — это же Масленица. Но редактор меня попросила карты убрать, потому что это ведь азартная игра, детям такое нельзя. Лучше пусть он играет в шашки, на деньги.
Нет, ну, я говорю, так нельзя, это абсурд. Если он будет играть на деньги, это он во что угодно может играть. В крестики-нолики, это все равно будет азартная игра. Ну хорошо, пусть, да, говорит, просто играют в карты, просто вот не будет этой горы золота, просто так играют. Ну, и они там в итоге играют просто так, и вся эта гора золота просто исчезла. Кстати, в этой сказке они пьют вино, но винопитие тут редактор уже пропустила. Но это понятное дело, это цензура, оправданная законом о защите детей от информации. Но редактор тут еще перестраховалась и ввела цензуру, которая законом не оправдана вообще. То есть вот эта самая боязнь крови, она проявила себя великолепно. Смотрите, вот сказка «Заколдованный замок». Там есть замечательная падчерица, как обычно, и есть плохая избалованная мачехина дочка. И падчерица все делает правильно с великаном и остается жива, а мачехина дочка все делает неправильно и в итоге умирает. Вот красным я отметила порезанные редактором места. Я могу прочесть. Вот весь фрагмент, значит, закрутил, завертел ее великан, вот сомлеет она, бедняжка, просит его: постой, постой. А великан все кружит, кружит ее, у нее уж кровь из-под ногтей капает. Все, кровь мы, конечно же, убрали. Нет, нельзя кровь в детской книжке. До утра с ней плясал. А как рассвело, пропал великан, а мачехина дочка замертво упала. Убрали. Она не должна умереть. Не-не-не. Пришла утром мачеха в замок, думала, найдет свою дочку всю в золоте, а она мертвая лежит. Так нельзя, поменяла мне редактор, на полу лежит. Ну, видимо, потом оклемалась и как-то образумилась, да. Потом еще в этой сказке, и вам это, конечно же, знакомо по английским, шотландским сказкам, эффектно падает великан с потолка по частям. Сначала рука, потом нога, потом голова, потом туловище. И трусливый герой в этот момент начинает пищать от страха, а смелый герой, главный герой, начинает кричать: да падай, ты уже достал, уже по кусочкам падать. И это абсолютно традиционная штука, но вот редактор испугалась, говорит: давайте уберем. Я говорю: ну вы что, нельзя такое убирать, это же повсюду у нас. Ну ладно. Вот, к сожалению, мне не удалось отвоевать сказку, ее полностью убрали, о королевской дочке, которая все загадки знала. Эта сказка просто гора трупов, и там куча жестоких убийств. Интересно, что в советское время эта сказка многократно издавалась без всякой цензуры под названием «Бедный юноша и мудрая королевна», и в другом переводе «Бедняк и мудрая принцесса». Там сначала мать хочет отравить своего сына 2 отравленными голубями, чтобы ему король не отрубил голову. Такое превентивное убийство. Потом он случайно дает этих 2 голубей своему псу, и тот умирает. Юноша разрезает пса на 12 кусков, и его едят 12 ворон, и умирает. Потом этих 12 ворон съели 24 разбойника и умерли. И это еще не все убийства, которые в сказке есть. В советское время все проходило просто на ура. Но вот эту сказку мы не увидим в сборнике. Но вынужден сказать, что я все-таки немножко злоупотребила переводческими примечаниями. Там в сказке, где действуют Баба Пехта, Беданец и Шкопник, все-таки я решила объяснить, кто это такие, и сделала небольшое примечание к Шкопнику. Вот давайте его прочтем. Шкопник в славянской демонологии — это грозный летающий дух, который приносит несчастье и душит детей во сне. Он появляется в виде горящего снопа соломы, березового веника, горящей птицы, сверкающего человекоподобного существа. Славянцы верили, что на том месте, где упадет Шкопник, град побьет посевы или кто-нибудь умрет. Как вы думаете, какой фрагмент этого описания редактор сочла нужным убрать? Где душит? Да, душит детей во сне, конечно, конечно. Это слишком страшно. Потом совершенно чудовищной цензуре подверглась сказка «Звезда во лбу». На самом деле сначала ее хотели вообще убрать, но редактор предложила компромисс, а мне до сих пор очень ее жаль. Это один из самых популярных бродячих сюжетов «Ослиная шкура», там, где отец хочет жениться на своей дочери, потому что после смерти жены не находит столь же прекрасной женщины, а прекрасна его дочь. Ну вот здесь ее прекрасность выражается тем, что у нее такая же звезда во лбу, как у ее мамы. И вот я поместила здесь начало моего перевода, который потом был исковеркан редактором. Совершенно стандартный зачин для этого сюжета по всему миру. И дальше вы можете посмотреть, что сделала редактор из этого текста. Она поменяла отца на сердитого соседа, богатого злого соседа, за которого отец решил выдать дочку, а дочка не хочет, не по нраву ей такая стандартная, абсолютно женская судьба, еще и не из худших в те времена. То есть весь основной конфликт сказки, весь зачин просто ушел в никуда. И что самое это плохое, это могут создать у искушенного читателя иллюзию, что вот славянская сказка привнесла некоторое новаторство в этот сюжет, а на самом-то деле нет. Она идет четко по сюжету. Ну, в общем, вот так вот сказку исковеркали. И особенно мне жаль вот концовку сказки.
Аня Штефан замечательно сохранила в сказках здоровый простонародный юмор. Но вот на вкус редактора он показался слишком грубым для детской книги. И в основном это коснулось концовок нескольких сказок. И меня на свадьбу позвали, из решета вином угощали, в наперстке дали лимонад, лопатой под зад. Треснул зад пополам, до сих пор сверху донизу трещину видать. И если сюжеты славянских сказок не кажутся нам такими же оригинальными на фоне уже знакомых нам европейских сказок, то вот таких концовок я не встречала раньше нигде. И очень жаль, что их убрали. Откуда мы теперь узнаем, почему зад разделен на две половинки, правда? Но, несмотря на все эти потери, в этом году, надеюсь, у нас выйдет первый детский сборник славянских народных сказок. Ну, правда, зайцев в нем будет не 300, а чуть поменьше. Спасибо. А как издательство? Как называется издательство? «Стрекоза». Это «Стрекоза». Все понятно. Да. Но я хочу сказать, Марина, не все понятно, потому что, и не будем там тыкать пальцами, есть и другие издательства, я знаю, издающие очень хорошие сборники сказок, которые даже у нас на Конгрессе переводчиков дружно рассказывали, что в аутентичных сказках там такие страшные концы, что нам, конечно, приходится все переписывать. Вот, поэтому это такая тенденция, может быть, то, что рассказывает Мария, это как бы понятно, что это такой максимальный вариант, но тем не менее, вообще тенденция переписать сказку, она, по-моему, очень распространена, и вот я пока слушала, я подумала, что фактически ведь мы, убирая вот этот страшный момент из сказки, фактически мы не даем ребенку представления о том, что, в принципе, в жизни бывает страх, гибель и все прочие вещи. Да, кровь. Да, и потом можно придумать себе, если развернуть, придумать себе любую войнушку, на которой ты просто пошел, помахал вот этим мечом, который там с мыши и роя, да, и вернулся через лужу обратно домой, ничего страшного не будет.